Осень выдалась победной для башкирских борцов. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии. Рустам Зейкаев, первый вице-президент Всероссийской Федерации борьбы на поясах, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан. Рустам Ильгамович, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы с вами сегодня обсуждаем успехи наших башкирских борцов. Ну, на самом деле, эти успехи периодически случаются, да. Но вот пока самый актуальный – это Кубок России, который прошел в Алуште. Я, насколько понимаю, в командном зачете выиграли, причем оставив позади еще и сборную Крыма, сборную Татарстана. Да, именно так. У нас в сентябре месяце прошел Кубок России по борьбе на поясах. Сначала были трехнедельные тренировочные мероприятия в Алуште. И после окончания тренировочных мероприятий также прошел Кубок России с отбором на Кубок мира. Вот 38 спортсменов представляли нашу республику. Кубок проходил среди женщин вольным стилем и классическим стилем. И в общем командном зачете сборная Республики Башкортостан заняла первое место. Вот правильно сказали, обогнав Татарстан, Карачаево-Черкесию, Москва, хозяев, Республика Крым. Потому что количество чемпионов как бы и нас удивило, и тренеров. Я думаю, и республики, и Министерство спорта. 9 чемпионов у нас было на Кубке России, обладатель Кубка России. Поэтому вот 2 раза даже по баллам обогнали второе место. Вот с таким сокрушительной победой приехали домой. Почему удивились этим результатом? Разве это не логичный ход, когда проходят сборы, тренировки? Ну, у нас же есть, как бы, так скажем, постоянные чемпионы, да, которые на устах у всех. Это Артур Зулькарнаев, Алина Пухова, Виталий Балянов, братья Баляновы. Как бы уже, когда на соревнования едем, уже знаем то, что они выйдут в финал и выиграют. А есть еще молодежь, которая потихонечку подкрадывается. Да? Ну, честно говоря, на них ставили то, что выйдут в финал, но то, что выиграть, чуть-чуть были сомнения. Но вот у нас есть сейчас только в этом году перешли с юниорской сборной во взрослую сборную. Это Дина Туйгильдина, 58 килограмм стала чемпионкой. И Денис Ускамбаев, 82 килограмма, тоже стал чемпионом. Ребятам только-только вот 18-19 лет, но уже выиграли Кубок России. То есть вот состав сборной республики, да, вот вы правильно говорите, что есть вот чемпионы, к которым мы уже привыкли. Мы, журналисты, их знаем. Но именно есть и новые имена, и состав команды обновляется. Удалось наладить этот процесс? Ну да, я думаю, это удалось, потому что вот эти тренировочные мероприятия, и республиканские наши, и всероссийские, дают очень как бы свои плоды, да, совместно, когда юниорская сборная тренируется со взрослой командой, сильно обкатываются, поэтому, я думаю, есть такой результат. Ну, мы с вами говорили о Кубке России, но вот именно победители и призеры, насколько я понимаю, отправились еще и на Кубок мира в Чебоксары. Финалисты Кубка России отобрались на личный Кубок мира и на командный Кубок мира. Ну, личный Кубок мира уже прошел в Чебоксарах, Чувашской Республике, где наши ребята тоже показали хороший результат. Тот же Денис Ускамбаев, наша новая звезда, так скажем, стал чемпионом веса категории 82 килограмма и выполнил норматив мастер спорта международного класса. Артур Зулькарнаев также стал обладателем Кубка мира, Алина Пухова стала. И наш, так скажем, по возрасту немолодой Турал Азимов тоже стал обладателем Кубка мира. Выполнил норматив мастер спорта международного класса. Но впереди еще есть домашние соревнования, которые планируются в середине ноября. Я говорю о Кубке мира. Все верно? Да, в ноябре у нас пройдет Кубок мира памяти рифов от клуба Ивановича Гайнанова. Первый день мы будем проводить 20 ноября. Это личный. Это пройдет как гран-при Гайнанова. А уже второй день пройдет командный кубок. Это те же самые ребята просто будут бороться стенка на стенку против других стран. Как бы личного первенства нету, уже здесь надо бороться командой. Каждая в своей весовой категории. Мы уже проводили этот кубок в том году, также в ноябре месяце. И в этом году как бы тоже пройдет во Дворце борьбы на высоком уровне, я думаю. И будем смотреть и болеть за нашу сборную России и ребят, которые со сборной республики. В прошлом году также турнир проходил во Дворце борьбы? Да, в том году это было первое международное соревнование в нашем Дворце борьбы. И прошло с участием 16 стран.
хотелось бы сказать, как бы объявить благодарность правительству нашему, Министерству спорта Республики Башкортостан, отдельно Ради Фаричу, Рустам Тагировичу, что поддержали этот турнир. Это проходит как бы только благодаря нашей республике, это первенство. Потому что Рифат Кулбанович Гайнанов является основоположником этой борьбы. Он наш земляк с города Октябрьска, поэтому, я думаю, мы должны проводить этот кубок в памяти Гайнанова ежегодно. Расскажите, сколько стран заявились в этот раз, примерно какое число участников? Примерное количество участников около 200. И мы планируем также 16-18 стран. Вот этот плотный график просто чуть-чуть некоторые страны загнали в тупик, потому что у нас было вот 21 по 24 октября должно было пройти чемпионат мира в Арабских Эмиратах. Перенести сроки на конец ноября, поэтому у нас 2 международных старта, один за другим пройдет. Сначала в Уфе, а потом уже через 3 дня сразу вылетаем на чемпионат мира, город Шардж, Арабские Эмираты. Я правильно понимаю, что наши спортсмены, которые принимают участие в Кубке мира, потом еще и отправятся на чемпионат мира? Наши спортсмены сборной России, имеете в виду? Да. И башкирские спортсмены. И башкирские спортсмены. Ну, где-то 30% как бы не соответствует сборной, потому что чемпионат России у нас прошел в апреле месяце в Московской области, город Люберцах. Там сформировалась сборная команда для участия именно на чемпионате мира. А вот в Алуште именно сформировалась команда для участия на Кубке мира. Поэтому процентов, я думаю, 25-30 не совпадает. Но в основном те же основные ребята, основные спортсмены. Какую задачу ставите перед нашими спортсменами здесь выступить на своем родном домашнем ковре? Ну, задача в целом нашей команде сборной России – это выиграть, в первую очередь, как в том году. У нас как бы серьезные конкуренты уж в основном с Азии. Сборная Европы еще есть, где также пару спортсменов есть с Россией в этой сборной Европе. Поэтому будем надеяться, что выиграют и с победой улетят на другой международный старт. Рустам Ильгамович, вот сейчас вопрос такой, да, мы с вами говорим в основном о результатах, мы говорим о том, что команда обновляется, а вот как удается построить работу федерации именно в городах и районах республики, то есть есть ли там тренеры, есть ли там секции, чтобы и среди этих юных ребят выбирать кого-то в команду? Ну, если говорить о районах и городах нашей республики, как бы наш вид спорта, он молодой, как бы 20 лет нашему виду спорта. Но уже в 18 отделениях, 18 районах и городах есть отделение борьбы на поясах. И около 40 тренеров работают с детьми. И уже после окончания школ мы стараемся их дальше поддерживать, курировать, чтобы они поступили в СУЗы, вузы. И уже дальше здесь продолжить свой тренировочный процесс. Как решаете вот вопрос тренерского кадрового дефицита? Или все-таки здесь есть уже борцы, может быть, которые завершили свою карьеру, и они готовы трудиться наставниками? Ну, в основном это спортсмены, которые закончили свою карьеру. Как бы я еще, кроме руководителя, являюсь еще и тренером. Да, как бы тренирую здесь сборную, как бы приезжает со всей республики, и после окончания учебных заведений, как бы ставим уж задачу им, кроме своей основной работы, в районах и городах развивать нашу борьбу на поясах. Как бы все заинтересованы, поэтому все работают. Вот вы говорите о том, что все заинтересованы. Как заинтересовывать? Это так, чтобы вот у себя на местах работали для популяризации борьбы на поясах? В первую очередь, я думаю, это надо быть фанатом своего дела. Ну, второе, это как бы материальное поощрение тоже имеется. На сегодняшний день есть у нас такие программы, как сельский тренер, городской тренер. Как бы если ребята дальше занимаются тренерской работой, то уже после полугода им по программе сельский тренер, городской тренер оплачивается вот с правительства такое денежное вознаграждение. Вот поэтому есть такой интерес, и на сегодняшний день есть тренерская зарплата более-менее уже хорошая, как бы есть надбавки за призеров, за спортсменов, и спортсмены как бы желанием борются и показывают результаты. Для них тоже есть поощрение в виде материальных поощрений за международные соревнования, в виде стипендий Министерства спорта Республики Башкортостан. Поэтому, я думаю, на сегодняшний день руководством нашей республики созданы все условия для занятий спортом и для показания результатов.
Давайте еще раз в конце нашего интервью напомним о том, что в 20-21 ноября у нас здесь, в столице Башкортостана, в Дворце борьбы пройдет Кубок мира по борьбе на поясах. Вот во сколько начало соревнований, как можно попасть для того, чтобы посмотреть? Ну, вход абсолютно свободный. 20 ноября у нас будет вольный стиль, это личные первенства. Могут все желающие проходить, поболеть за своих, за личников, а уже 21 будет командный кубок, это стенка на стенку между странами. Я думаю, очень зрелищный будет этот кубок. То есть вы бы порекомендовали нашим телезрителям прийти во второй день? Ну, я бы порекомендовал и в первый, и второй день. Да, потому что у кого-то есть свой там кумир, да. У нас будет не только кроме сборной команды России, мы будем выставлять свою сборную команду республики, как отдельную команду, как хозяева. Поэтому, я думаю, всех приглашаем, чтобы поболеть за наших ребят, за российских и за башкирских. Рустам Альгамович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Несмотря на такой насыщенный спортивный график, еще и тренировок, и впереди такие важные состязания. Пришли, поделились. Мы желаем вам удачи, побед, ну а мы будем о них рассказывать. Спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Это была программа «Интервью». Сегодня в студии отвечал на вопросы Рустам Зиякаев. Это первый вице-президент Всероссийской Федерации борьбы на поясах, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами. Я Роза Хабибуллина.